Осень 1992 года – время испытаний, боли и потерь нашего народа. Именно тогда ингуши из пригородного района Владикавказа были вынуждены покинуть места исторического проживания. Самые пронзительные экспонаты – немые свидетели трагедии, сожженные документы, личные вещи пострадавших. Они – символы прерванного детства и разрушенного домашнего очага. В этой экспозиции представлена та знаменитая коляска, которая по мне стала символом тех трагических событий, которые запечатлел правозащитник и журналист Александр Мнацаканян. Он ее нашел недалеко от Черменовского поста. И после этого, когда мы собирали экспозицию, можно сказать, добрые люди передали к нам ее в музей. В результате конфликта погибли сотни человек, тысячи были ранены. Судьба 192 до сих пор остается неизвестной. Основу выставки составляют документальные свидетельства. Вот они, лица тех, кто в одночасье потерял все. Здесь и фотографии, и официальные документы, справки о пропавших без вести, пожелтевшие от времени газетные публикации. На этой фотографии изображен Руслан Даурбеков. Он приехал забрать труп отца из республиканской больницы, чтобы похоронить его в селении Терк. С музеем с самого начала его существования активно сотрудничает население. Все эти экспонаты представлены благодаря нашим землякам, хранящим память о событиях осени 1992 года. Когда мы ищем какую-то информацию, очень много людей откликаются, они нам присылают, например, биографии своих родственников, погибших, фотографий. Есть люди, которые корректировки вносят, если видят, что что-то не то. В общем, в этом плане население нам очень помогает. Воспоминания очевидцев занимают отдельное место. В музее они представлены и в интерактивном формате. Также посетители могут посмотреть фильмы о пассатино-ингушском конфликте и найти фотографии пострадавших. Каждый может самостоятельно подойти к экрану, выбрать категорию и в алфавитном порядке найти своего родственника. То есть вот алфавитный порядок идет, и можно по фамилии так выбрать своих родственников, найти своих однофамильцев. Выставка постоянная. Посещение таких экспозиций – это наш человеческий долг. Помнить, чтобы жить, ценить мир, чтобы трагедии больше не повторялись. Хадиджа Ивлуева, Билал Ахильгов, Магас, 24.